Доброе утро, уважаемые читатели и зрители «Кактус Медиа». Мы в прямом эфире в Фейсбуке и в Инстаграме. Все самое интересное вы можете увидеть именно здесь. Меня зовут Юлия Супова, и сегодня у нас в гостях очень интересный человек, который стал формирователем новостной повестки дня последней недели. И не только. Это правозащитник, известный адвокат, глава правовой клиники «Прецедент», правовой группы «Прецедент», прошу прощения. Это Нурбек Токтакунов. Спасибо за то, что вы посетили нас. Мы пригласили его не просто так. Нурбек отсидел 5 суток ареста, задержания в Первомайском РОВД. Он категорически не согласен со своим задержанием и арестом, о том, как это происходило, почему он с ним не согласен и как он намерен отстаивать свои права и свободы, расскажет сам Нурбек. Добрый день. Доброе утро, Нурбек, еще раз спасибо. Расскажите, чем вы вчера занимались? Вы вчера отсидели эти 5 суток. Чем вы вчера занимались? Вчера я просто гулял, и я вообще не подключал свое устройство. Полезная сторона этих 5 суток, то, что я отдохнул от устройства. Цифровой детокс был, да? Да. Оказывается, действительно очень сильно это устройство. Мы думаем, устройство нам принадлежит, а оказывается, мы принадлежим устройству. И я почувствовал, что освобождение от этого информационного шума, оно высвободило какие-то ресурсы, мыслительные ресурсы, да, то есть появились хорошие мысли, понимание появилось. И я не спешу сейчас снова браться за устройство для того, чтобы освободить свои мысли. Давайте напомним нашим зрителям, с чего все началось. Почему вы оказались за стенками Первомайского РОВД? Все началось с митинга напротив российского посольства, который организовала правозащитница Азиза Абдирасулова. Она выступила с протестом. По сути, она выступила с протестом не только против войны в Украине, она выступила с протестом против запрета Первомайским судом митингов вне территории парка Горького. Да, любых мирных собраний в течение месяца. Абсурдность этого решения заключается в том, что суд никоим образом не может запрещать мирные собрания в течение какого-то времени. У нас, насколько я знаю, есть закон о мирных собраниях, и право на собрание закреплено Конституцией. Да, и это право на мирные собрания. То есть мирные собрания, да, это не абсолютное право, но суд может запрещать только конкретные собрания. То есть это закон о мирных собраниях, поэтому запрещает только собрания, которые имеют немирный характер, призывы к войне, призывы, экстремистские призывы и вообще любые угрозы общественной безопасности, и у власти есть право запрещать их. То есть сам закон о мирных собраниях предусматривает запрет собраний, и там в единственном числе используется слово «мирные собрания». То есть даже сама лингвистика запрещает, сами правила языка запрещать собрания все собрания в течение длительного времени. То есть это произвол. И Азиза Абдирасуловна выступила против этого произвола, и она хотела получить это решение непосредственно там от сотрудников милиции, она хотела получить прокурорское предостережение. То есть, получив это, она уже имела бы правовую основу для оспаривания этого судебного решения, потому что ей в суде не давали этого решения. И там я находился между митингующими и сотрудниками милиции, исполнял свою обязательства, свою ответственность, свой долг, исполнял свой долг адвоката. Я консультировал сотрудников милиции, объяснял им незаконность всех действий. Я разъяснял участникам мирных собраний, они спрашивали, что нам делать, разойтись, или стоять, Я сказал, что нам нужно все-таки получить какое-то решение. На руки вы этого решения так и не получили? Да, они там не давали, то есть они потом меня обманули, сотрудники милиции, сказали, сейчас мы
повезем их в РОВД, и там придет прокурор, официально им там вынесет предостережение, все это не было сделано. Это решение Азиза получила потом просто из этих материалов этого дела. Когда вы непосредственно произнесли ту фразу, за которую вас посадили, что судьи никто? Я могу ее произнести. Да, когда они вытащили вот это судебное решение, да, я доносил до сотрудников милиции абсурдность этого решения, как я уже объяснил, да, что не может суд запрещать в течение на месяц все собрания. Это все равно, что если уголовный суд вынесет, допустим, приговор всем жителям дома там номер такой-то, да? Это аналогично. То есть могут запретить конкретно, исходя из признаков конкретного собрания, его можно запретить, но ни в коем случае нельзя запрещать все на длительный период. В прошлом году мы уже отменяли такое решение. Да, было. Да, вот перед 8 марта. Там подавала адвокат Евгения Крапивина, ну, и наши юристы Бермет Джанукулова тоже оспаривали это решение. И впоследствии мы еще пытались привлечь к ответственности судью, который принял такое вероломное решение. Такой судья должен быть уволен вообще. И в итоге что было? В итоге решение само отменили, потому что 8 марта, помните же, митинг был, шествие было. Но в этом году опять оно появляется. Именно потому, что того судью не наказали за это вероломное решение. Да. И в тот момент я сотрудникам милиции, объясняя абсурдность этого решения, я использовал литературные выражения для того, чтобы дать оценку тому судье, который вынес такое решение, и всей судебной системе. То есть вы обратились к Грибоедову, а судьи кто? Да, то есть был вот Грибоедов, значит, Чацкий. Монолог Чацкого, да. Монолог Чацкого было использовано это слово. Вопрос о судье кто, он стал риторическим. И вот теперь, я думаю, жизнь преподнесла нам вот риторический ответ, что судьи никто. И я вот сейчас еще больше убедился, что судьи действительно никто. Они простые исполнители, не просто простые, как бы сказать, они вот, я бы сказал, это даже где-то даже ничтожество они какое-то, да. То есть они просто исполняют заказы властей, они коррумпированы, и они совершенно не исполняют своей роли института справедливости в стране. Это очень серьезный институт, то есть это тот институт, который поддерживает, на самом деле, на котором держится порядок в стране, безопасность, стабильность в стране держится именно на них. Потому что они ведь, вот эти их методы, то есть именно они разбирают споры граждан. У меня такой сразу вопрос, по-прежнему ли активно телефонное право в отношении судей? Безусловно, потому что даже вот эта их совещательная комната, на самом деле, это просто уже, ну, ради красного словца она называется, тайные совещательные комнаты. На самом деле они там ходят, общаются с прокурорами и общаются, пользуются телефонами. Там нет никакой системы обеспечения тайны этой совещательной комнаты. Вынося решения, они получают указания непосредственно от вышестоящих органов. И их начальником судебной системы является аппарат президента. И президент Садыр Джапаров в свое время не зря даже не упомянул. Это не просто оговорка. Он действительно, Садыр Джапаров, не знает, что судебная система отдельная ветвь власти. Судебная система прислужница исполнительной ветви власти. И они просто, судебная система это сейчас, скажем так, один из отделов аппарата президента. То есть все-таки у нас вот это вот тройственное разделение власти в стране присутствует. Я так понимаю? У нас нету, я говорю, что у нас судов на самом деле нету, у нас как института справедливости, как ветви власти, у нас судов не существует. И я думаю, вот эти все события, это просто продолжение развала этой судебной системы. И вот, может быть, надо, чтобы она уже совсем развалилась, чтобы люди поняли, да,
что они не исполняют свою роль института справедливости, потому что благодаря именно таким судьям, я надеюсь, Садыр Нургоджаевич поймет это, что эти судьи подставляют его, оказывают ему услуги, медвежьи услуги, потому что именно вот такая судебная система способствует накоплению в обществе агрессии, злости. Потому что именно эту злость будут использовать те радикальные политики, которые сейчас строят планы свержения Садыра Джапарова. Вот эта энергия им как раз таки и нужна. Понимаете, она накоплена, да, готова. Просто в какой-то критический момент приходит какой-то такой пассионарный лидер, да, который потом использует эту энергию. То есть мы уже сколько раз это проходили. Именно эта энергия, эту энергию производят вот эти судьи. Это ничтожество в виде судей. У меня такой вопрос к нарушению уголовно-исполнительного законодательства. Насколько я знаю, решение районной инстанции можно не исполнять до решения городского суда. В вашем случае это не сработало. Вас задержали и сопроводили в Первомайский РОВД сразу после решения районного суда. Я права? Или да. это касается только определенных категорий дел? Нет, понимаете, вот приговор к аресту это наказание. Да. Да, то есть, наказание короткое, да, то есть это в рамках кодекса о правонарушениях, это короткое наказание. И здесь они поступили по аналогии с уголовным правосудием, потому что там в уголовном правосудии тоже приговор сразу вступает в силу, да, если под стражу, то обычно сразу забирают их под стражу. Но в уголовном правосудии назначают сроки там год, 2, 3 и более, да, то есть у вас 5. Вот эта мера пресечения, оспаривания возможности, да, то есть там смысл в этом есть, что он сразу в силу вступает, потому что если как бы его оспаривают, потом могут отпустить и отсидеть там 5-10 дней по сравнению с годом, это как бы понятно, допустимо. А здесь срок-то всего дают 5 суток. И по логике, по соответствии с здравым смыслом, он не должен был вступать в силу сразу. То есть человеку должна быть дана возможность оспорить его. Поэтому в этом кодексе о правонарушениях есть другая противоречащая норма, что решение, значит, суда, решение суда по делу о правонарушении вступает в силу после истечения срока обжалования. Если решение обжаловано, оно вступает в силу с решением апелляционной инстанции. То есть вкратце все было нарушено? Да. Завтра будет судебное рассмотрение нашего обращения в суд по этому вопросу. Мы оспариваем во всех направлениях, исчерпываем все возможности закона. Мы обратились в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела на всех причастных к моему незаконному аресту. То есть мы здесь исчерпываем все возможности закона, и впоследствии мы будем ставить вопрос и перед международными институтами. Но надо понимать, что обращение в международные институты – это обращение к здравому смыслу. На самом деле, надо понять, это не нечто, что стоит над Верховным судом. Это, по сути, обращение к самой идее правосудия, а значит, это обращение к обществу. Я просто показываю, вот смотрите, вот система, люди для них ничто. У меня такой вопрос чисто бытовый, технического характера. Вас сопроводили в РОВД. Почему непосредственно наказание вы отбывали именно там? У меня вот этот вопрос очень волновал. С кем вам пришлось посидеть вместе, либо вы были один? И с какими бытовыми трудностями вы столкнулись во время своего 5-дневного заключения? Ну, почему в РОВД? Дело в том, что никто не заметил, что 22 февраля этого года Кабинет министров, по сути, создал обособленную службу исполнения наказаний. Не относящуюся к службе исполнения наказаний при правительстве. Да, именно не относящаяся к службе исполнения наказаний при правительстве.
Приговоры, решения судов относительно по делам о правонарушениях — это наказание. Соответственно, и вот эти арестные дома должны были находиться в ведении службы исполнения наказания. Но в соответствии с этим постановлением, подписанным 22 февраля этого года, номер 55, Ахылбеком Джапаровым подписанным, создана обособленная служба исполнения наказания при органах внутренних дел. Всех начальников территориальных подразделений, как я понял, даже без их ведома загрузили этим бременем. То есть те, кто отбывает административное наказание, теперь отбывают его на территории районных управлений внутренних дел. И это бремя возлагается на милицию. Они этого даже не знали. Это вы им сообщили? Да, это я им сообщил. Сюрприз, да? Да. Они-то раньше у них были комнаты временного содержания для тех, кто отбывает наказание в следственных изоляторах. Они привозят их для проведения следственных действий. С изоляторов временного содержания для того, чтобы свозить в суд и обратно привезти. Да? То есть они ответственности за их содержание не несли, только за временное содержание. Теперь они несут ответственность за содержание арестованных, наказанных судом, отбывающих наказание. То есть они несут ответственность за их питание, за их материально-бытовое обеспечение и за медико-санитарное обеспечение. Давайте точно. Чем вас кормили? Меня кормили мои родственники, друзья и адвокаты. Вам питание со стороны МВД не предоставлялось? Один раз в день предоставляется такая тюремная баланда. Откуда они его везут, я не знаю, поскольку... Что это было? Какой вид еды? Это был супчик, второе, котлетка? Какой-то бледный супчик, какая-то баланда. Вы же понимаете, если нет контроля, то вы тоже не будете кушать, если еда поступает неизвестно откуда, неизвестно кем приготовленная, по каким стандартам. Может, они там где-то в комнатке все это варят, образно говорю, потому что я не знаю, если у них нет ответственности за это, да, они даже сами даже не знают, да, что они уже служба исполнения наказания по сути, да, соответственно, никакого контроля над этим нету. Поэтому я и не кушал этого. Я кушал то, что мне приносили. А что вам предоставили? Вы сказали, что там должна быть расческа, мыло, зубная паста. Или это вы все с собой привезли? Нет, не расческа, там просто... я вот условно такие бытовые предметы, которые необходимы. Да, просто элементарно, сами себе представьте, и вы сами все поймете. Вам нужна там туалетная бумага, какие-то гигиенические предметы, мыло. То полотенце. Полотенце, элементарные вещи, да, чтобы вы могли провести эти дни в заключении в достойных, гуманных условиях. Наказанием является лишение свободы. Вот эта решетка, когда ты не можешь никуда уйти, этого достаточно. Да? Нет наказания антисанитарией, нет наказания отсутствием полотенца или отсутствием возможности умыться. Такого наказания нет. У вас это все было? То есть государство, когда закрывает человека, оно обязано обеспечить гуманные условия содержания. Гуманные условия — это не значит ему еду из ресторанов, но чтобы еда была приготовлена в санитарно приемлемых условиях, с соблюдением санитарных правил, в чистоте, правильно, из каких-то нормальных продуктов, не отравы какой-то. Я должен быть уверен, когда это кушаю. Для этого есть принятые правительством суточные нормы довольствия, санитарно-гигиенические правила. Да. И у тебя должна быть тумбочка, чтобы положить личные вещи, чтобы ты мог помыться. Тумбочки. Должен быть умывальник, должна быть бумага, карандаши, ручка, чтобы ты мог написать какую-то жалобу, написать обращение в прокуратуру. Что вам предоставили, что не предоставили? Давайте четко по списку. Письма вы писали, это я знаю.
Письма я писали, эту бумагу мне приносили мои адвокаты, да, поэтому я имел возможность через адвокатов послать. У всех остальных людей, которые вот бедные люди, там, вам домашние передавали еду, они, да. Домашние передавали пищу, бумагу, ручки, да. Домашние вам же передавали средства бытовой гигиены. Да, да, от них я получил только тумбочку. От них вы получили только тумбочку. После того, как я обратился, да, мне был тумбочки, после чего у меня была возможность там питаться на этой С кем тумбочке. вы сидели? Вы были один, потому что все фотографии, которые были опубликованы правозащитниками, теми лицами, которые вас посещают, вы в камере были один. Вы все это время были один? Через 3 дня, где-то через 2 дня ко мне подселили еще одного сокамерника, которого тоже приговорили к 5 суткам ареста. Но 2 суток он провел в камере ГОМа, городского отдела милиции, рядом с ГУИНом. Он сам житель Халасардо, зовут его Насердин. Я тоже поделился им едой, которой меня кормили мои коллеги. Он тогда сказал, что он 2 дня ничего не кушал. Я стал интересоваться, где он был, он сказал, что ему не давали еда. Я сразу поэтому изложил всю эту информацию, передал через адвокатов и опубликовал. И там начальство на месте на следующий день после публикации среагировало, и они пообещали мне, что вот этот дежурный, вот это начальство ГОМа будет привлечено к ответственности. Будем надеяться, что дойдет до этого. Еще один важный момент. Всем фейсбукам вам искали раскладушку. Да, большое спасибо. То есть спального места предоставлено не было. Там по краям вдоль, значит, камера временного содержания, она с одной стороны там решетка на всю стену, ну так по стандартам так положено, чтобы дежурный мог лицезреть, что там творится. Вдоль остальных 3 стен идет скамейка. Деревянная скамейка. Какая у нее ширина? На ней лежать можно? Около 40 сантиметров. Ну, то есть вот так, да, примерно? Да, то есть... Сидеть можно, лежать нет. Ну, лежать, если вот так недвижимо лежать, можно, но как бы по стандартам положено все же, чтобы она была пошире. То есть там можно только сидеть. И грязные матрасы там лежали. Спальных мест не предоставляют, то есть по стандартам они должны предоставлять каждому человеку отдельное спальное место. Какое максимальное количество людей можно содержать вот в этой камере? Ну, на каждого стандарт 3,5, 3 и 2 там квадратных метра. Стандарт 3 и 2 квадратных метра. То есть не больше 3 человек, по сути? По сути, там где-то 12 квадратов, значит 3-4 человека. Кроме того, они должны предоставлять постельное белье. И постельное место подразумевается не просто деревяшки, на которых ты лежишь. Естественно, подразумевается какой-то матрас. И белье обязательно, это тоже правило гуманного обращения. О белье там даже никто и не думает. А вопрос такого личного характера. Туалет находился непосредственно в камере или вас куда-то водили? В туалет выводят. То есть это общее, им пользуются и сотрудники милиции или это отдельно? Да, и сотрудники милиции. Каково состояние санузла? Потому что, к сожалению, в Кыргызстане это боль. Больная почти во многих государственных учреждениях. Туалеты это просто что-то страшное. Ну вот по состоянию туалетов можно оценивать вот уровень культуры общества. Я думаю, вот туалет это, к сожалению, показатель уровня культуры нашего общества. А там вот, я думаю, чтобы вот сделать выводы о культуре милицейского начальства, начальника РОВД, да, вот этих полковников, то надо сравнить, конечно, состояние их комитетов и вот состояние их туалетов. К сожалению, там и рядовые сотрудники милиции тоже ходят в такие же туалеты. Туда тоже ходят сотрудники милиции. Когда холодно на улице, они ходят туда. А на улице состояние туалетов показала Азиза Абдрасулова. Да, это было у нее публикация тоже. Да, то есть они даже о сотрудниках милиции не заботятся. Там, понимаете, сотрудники милиции тоже бесправные, они не знают своих прав. И
И вот, конечно, люди, которые не защищают своих прав, они не смогут защищать и прав вот, народа, прав других людей. Вот, к сожалению, вот наши сотрудники милиции тоже нуждаются в правовом просвещении. И они тоже где-то противостоят начальству, но они вот, боятся говорить вообще. Да. Еще одно требование к заключенному, вернее, требование у заключенного — это соблюдение медицинских санитарных показателей. Да? То есть вы вызывали врачей к себе, и у вас была претензия к сотрудникам скорой помощи, которые, оказывается, также обслуживают задержанных. Давайте остановимся на этом подробнее. Что вам потребовалось и что вам не предоставили? Ну, дело в том, что, как бы, будь я на свободе, я бы решал бы свои проблемы походом в аптеку или походом в поликлинику. Поскольку вот все это неожиданно произошло, и вот это силовое задержание, немножко у меня кое-какие проблемы возникли со здоровьем, но я не хотела бы о них говорить. В плане, что все нормально, но как бы какие-то лекарства мне были нужны, какие-то консультации врачей были нужны, поэтому я попросил вот сотрудников, вот, можно мне поговорить с врачом просто. Через полчаса приехали два врача, по виду я их понял, что это скорая помощь. Ну, характерные вот эти кофры, чемоданы, измученные лица, я знаю, что вот они в очень тяжелых условиях работают, врачи скорой помощи, и я как бы хотел их поддержать, говорю, ну как вот вас загрузили, да, вам нужно к инсультникам, к инфарктникам бежать, вот город вы не успеваете обслуживать, вас еще загрузили, оказывается, вот этими местами лишения свободы, да, это же по городу, весь город они должны обслуживать. Ну, врачи вот тоже своих прав не знают, своих прав не защищают, поэтому вот они вот, у них же складывается корпоративная солидарность вот, с милицией, они ко мне отнеслись, как будто я вот какой-то симулянт, да, хочу что-то. Я просто вам потребовалась консультация и лекарства? Да, я просто элементарная вещь. Мои лекарства были у врачей, они мне их, не у врачей, когда меня обыскивали, изъяли, они мои лекарства тоже изъяли. Я в доме или с собой они у вас были? У меня были с собой. Я 3 раза в день принимаю лекарства. И они изымают, когда обыскали незаконно меня. То есть они изъяли эти лекарства. Поэтому я просто хотел попросить врачей, чтобы прежде всего, чтобы они мне вот эти лекарства дали. То есть они этого не смогли сделать. Они не смогли подойти к милиционеру и сказать, дайте лекарства? Я не знаю, он просто отказался, врач. Они ведут себя по отношению к заключенным как-то тоже по-хамски. Да? То есть клятву Гиппократа они исполняют. Я понимаю, что они замученные там, да, я тоже к ним сажу. Я готов был защитить их права, да, я готов был поработать, чтобы их освободили от этого. Они отнеслись ко мне как вот по-хамски, некрасиво, не как клятва Гиппократа. Я попросил, дайте мне вот эти лекарства. Я хотел обратиться к ним за некоторыми консультациями, потому что сама атмосфера вот это лишения свободы, невозможность пойти в аптеку, у меня возникли просто какие-то вопросы. Здоровье — это всегда частная жизнь, да, я, естественно, не хотел там это какой-то огласки, просто какие-то мне были частные консультации нужны, потому что какие-то лекарства, скажу как, они мне, с их слов я понял, что они оказывают помощь только если я вот-вот умру. Понимаете, если вот умираешь, да, а так они тебе, конечно, вколят там диклофенака там, да, или там дадут аспирин, вот и все. По всем остальным. У них никаких медикаментов, соответственно, нету каких-то серьезных. То есть вот это вот такие самые элементарные вещи, которым, да, то есть одним диклофенаком на все боли, да, они готовы ответить. Мне это, естественно, не понравилось. Поэтому я пригласил своих врачей, что там, я так понимаю, гости у вас были каждый день. Вам скучно не было в этом плане. Кто к вам приходил? Ко мне, конечно, приходили прежде всего мои коллеги, это сотрудники вот нашей партнерской группы «Прецедент», сотрудники «Голоса свободы» и большое количество адвокатов пришло, то есть около 30 адвокатов меня посетили. Вы объединили в сообщество адвокатов, которое достаточно разрозненное. Да, я вот увидел большой потенциал мобилизации адвокатского сообщества.
мы будем в этом направлении работать дальше. Ага. Приходили ли представители Национального центра по предупреждению пыток, представители Института омбудсмена, которые контролируют соблюдение прав и свобод человека? Приходили представители Института омбудсмена, приходили представители Национального центра по предотвращению пыток. У меня была возможность сравнить их деятельность. Конечно же, представители Национального центра по предотвращению пыток оказались более мобильными, более такими собранными и более компетентными, грамотными. Представители омбудсмена мне показались такими, они больше вот как-то пытаются войти в понимание. То есть они больше как бы сращенные с этой правоохранительной системой, они ведут себя очень ненаступательно, да, так, и как бы очень слабовато они работают. Как-то больше они в сторону вот милиции клонятся. То есть мне не понравилась их работа. Я думаю, им нужно как-то кардинально, там новый омбудсмен, им надо как-то кардинально менять стратегию. То есть все, они не видели вот этих всех нарушений, которые я им показал. Они даже не знали, что это самостоятельная служба исполнения наказаний, которых должно быть вот все, о чем я говорил, да. То есть они уж пришли, поговорили там и как бы в общем, намного более так компетентные, квалифицированными были именно представители Национального центра по предотвращению пыток. Еще у меня такой вопрос. Мы с вами накануне разговаривали, вы заявили о том, что вы давали консультации сотрудникам милиции, следователям. В какой области? Что вы там их просвещали? Стояли, разговаривали возле решетки или это были прям конкретные вопросы? Дело в том, что эта камера для арестантов, она находится рядом с камерами, где содержатся следственно арестованные, задержанные. Поэтому там постоянный поток следователей, оперативных работников, с которыми у меня была возможность разговаривать. Надо отметить, что рядовые сотрудники милиции, опера, следователи, дежурные, участковые, они очень по-человечески относились не только ко мне, видно, что они нормально по-человечески относятся вот и к задержанным, и к арестованным. И у меня была возможность с ними вот разговаривать, беседовать, и вот из многих разговоров я и сделал вывод, да, что они, к сожалению, сами своих прав не знают. Они сами не понимают смысла Конституции, да, к сожалению, они тоже подвержены этой пропаганде, что Конституция и права человека это что-то, что против милиции, да. И у меня была возможность вот беседовать с ними, чтобы объяснить это, что Конституция это прежде всего права человека, это ценности свободы, ценности человечности, ценности справедливости, которые издревле были присущи кыргызскому народу. И это наши ценности, а не какие-то там западные ценности. Это, конечно, непросто, да, но так или иначе, какие-то зерна сомнения, какие-то зерна понимания, я надеюсь, я в них посадил. Потому что мы говорили не только вот о них, а также мы говорили и об их правах. И они, к сожалению, тоже совершенно бесправные, да, не соблюдаются ни их трудовые права, да, не соблюдаются их многие человеческие права тоже. Они сами себя чувствуют незащищенными. Вот я понял для себя, какие выводы сделать, что надо работать с правоохранительной системой. У меня такой вопрос еще, последний, наверное, который все резюмирует. Вы заявили о том, что вы намерены добиваться наказания всех тех лиц, которые, на ваш взгляд, вас незаконно посадили. Какие шаги вы непосредственно предпринимаете? Вы уже коснулись того, что у вас будет судебное заседание. Что еще, какие жалобы, заявления вы намерены подать? Я, несмотря на то, что я не верю в судебную систему, но это единственный законный способ. Тем не менее, я как адвокат продолжаю исполнять свой долг, как я уже говорил, я излагал, не знаю, опубликовано ли я. Сейчас уподобляюсь Сизифу, который вот тащит камень на гору, потом вот и как бы я исчерпываю все возможности закона, я прилагаю усилия, чтобы тащить камень правосудия вот, на гору справедливости. К сожалению, каждый раз, когда я вижу вот, судебные решения, да, я вижу, как этот камень снова скатывается, но я считаю своим долгом как адвоката, да, все равно продолжать
работать в этом легальном поле, потому что в противном случае я тогда должен буду стать переворотчиком каким-то, да, но я, тем не менее, как бы не становлюсь переворотчиком, наоборот, я против переворотов, я работаю вот в правовом поле и пытаюсь доводить информацию до власти. То есть я буду исчерпывать все возможности закона в рамках нашей национальной системы. Куда вы будете После того, как я исчерпываю все возможности закона, я обращаюсь к международным институтам. И вот это обращение к международным институтам, это обращение к самой идее правосудия, и оно уже приобретает характер политического обращения. Я недаром уже вступил на путь политики, я баллотировался в депутаты, потому что по всем вопросам, которые я обращаюсь к суду, я по всем исчерпываю, я уже давно, скажем так, созрел для того, чтобы вот ставить вопросы не только перед судом, но также и перед верховной властью. Я их предупреждаю, да, что вот это состояние судебной власти, я каждый раз предупреждал, и каждый раз я оказывался прав. Да, предыдущие власти раздавила именно эта судебная система. И предыдущие власти сами своими глазами, сидя в тюрьме, видят, да, к чему это приводит. Да, и я сейчас посылаю сигналы и этой верховной власти, что они тоже в очередной раз, да, я очень надеялся, что Садыр Нурбаджоевич, который сидел в тюрьме, да, в конце концов займется судебной реформой, да, и судебной системой, но, к сожалению, вот он этим не занимается. Ему заморочили голову какие-то люди, да, которые якобы вот займутся судебной реформой. То, что они делают, это совершенно не судебная реформа. Что необходимо суду сейчас, вот в плане реформ? Иллюстрацию судей провести? Да, я думаю, необходим новый переотбор судебной системы. Полностью все? Да. Ну, будем надеяться, что вас услышат. Спасибо большое за эту интересную беседу. Я думаю, что все у вас сложится, все заявления будут приняты, и в комитеты, может быть, и не получится обращаться. Я по-прежнему хочу верить в лучшее. Спасибо большое за то, что вы смотрели наш эфир. Я напоминаю, что надо подписываться на все наши социальные сети, читать наш сайт на русском и на кыргызском языках. Мы публикуем самые актуальные и интересные новости. И самое главное, помните, что Кактус Медиа любит вас.